Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, слушатели. Мы продолжаем изучать курманджи. Сперва кратко пройдемся по тем словам, которые мы изучили на предыдущем уроке. Мать, де, отец, бов, сестра, хушк, брат, бра, дочь, кетч, сын, кур, внук, внучка, наби, бабушка, пирик, дедушка, калык, родственник, каум, семья, малбат, ребенок, зарок, дитя, бабык, кум, крив, своячница, дыш, заловка, балтуз, шурин, бура, деверь, ти, сноха, женти, свояк, хавлинг, жена брата, женбра, свекровь или теща, хасу, свекор или тесть, хазур, сват, сваха, ханами, мачеха, женбав или демари, отчим, зарбав или бавмари, пачерица, заркяч или кячмари, пасынок, заркур или курмари. Сегодня мы с вами продолжим изучать родственников. Сестра матери – халти, брат матери – хал, сестра отца – мет, брат отца – ап или мам. Ап и мам являются синонимами. В курдском обществе очень активно развиты родственные связи, поэтому эти слова в жизни очень активно используются. Для того, чтобы определиться, кто есть кто, вы сейчас видите слева и справа от меня столбики, где указаны названия двоюродных братьев и сестер по отцовской линии и по материнской линии. По отцовской линии кураб, кетчап, курмет, кетчмет. По материнской линии курхалти, кетчхалти, курхал, кетчхал. Племянники. Племянник или племянница передается словом харзи, если речь идет о детях сестры. Племянник или племянница передается словом брази, если речь идет о детях брата. Харзиаман – моя племянница. Харзиемен – мой племянник. Бразиаман – моя племянница. Бразиемен – мой племянник. В первом случае речь шла о детях сестры, во втором – о детях брата. Невеста – бук. Если речь идет о невесте во время свадьбы, то говорят бук. Если речь идет о невестке, моя невестка, то здесь также используется слово бук. Зять – зава. Жених и невеста – бук узава. В курдском языке принято сперва называть женщину. Жених и невеста будет звучать как невеста и жених. Бук узава. Но ни в коем случае не зава у бук. Если молодой человек хочет представить кому-то свою невесту, тогда используется иное слово – дестгирти. Поэтому рассмотрим два очень похожих предложения в русском языке. Они звучат так. Это моя невеста, это моя невестка. Это моя невеста, говорит молодой человек. Это моя невестка, говорит свекор или свекровь. По-курдски это моя невеста, эф дестгиртиамене, слова, сказанные молодым человеком, эф букамене, слова, сказанные свекором или свекровью. Во время свадебной церемонии рядом с невестой всегда присутствует ее подруга, которая на курманджи называется хавала буке. Друга жениха зовут бразава. Также важной составляющей свадебной церемонии является шафер. Шафер звучит как бербу. На этом мы завершаем с вами рассмотрение темы «Семья и родственники». Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всего вам доброго. До новых встреч.